Здравствуйте, уважаемые родители. Меня зовут Будняна Александровна, я являюсь методистом Республиканского консультационного центра. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре на тему «Музыкально-дидактические игры с детьми дошкольного возраста». С нами сегодня музыкальный руководитель детского сада 83 Кладова Лариса Ивановна. Лариса Ивановна расскажет нам, какие игры музыкальные бывают и как их организовать в свободное время, а также как заниматься с играми, с данными родителям, с детьми. Еще напомню, если у вас возникают какие-либо вопросы, вы также можете записаться по представленным контактам на сайте, по телефону и также на страничке социальной сети ВКонтакте. Ну что, передаю слово Ларисе Ивановне. Включаем. Добрый день, уважаемые родители, слушатели вебинара. Я еще раз представлюсь, я Лариса Ивановна Кладова, работаю музыкальным руководителем. Сегодня я хочу с вами поговорить о музыкально-дидактических играх для детей дошкольного возраста. Так, сначала построим работу так. Я вам расскажу, какое значение имеют музыкально-дидактические игры для детей. Потом мы с вами поговорим, какие бывают музыкально-дидактические игры. И в конце познакомлюсь с некоторыми играми, приведу примеры, которые вы легко можете сделать сами и проводить с вашими детьми дома. Если будут вопросы, задавайте по ходу. Итак, начнем. Психологами давно доказано положительное влияние музыки на ребенка. Дети более чувствительны, открыты, эмоциональны, чем взрослые, а значит, способны улавливать различные подробности музыкальных произведений. Поэтому ребятам обязательно необходима практика, где они могли бы упражнять свои музыкальные знания. И в этом малышам могут помочь музыкально-дидактические игры. Что же такое музыкально-дидактические игры? Это одно из важнейших средств развития самостоятельной музыкальной деятельности детей. Они объединяют все виды музыкальной деятельности. Сюда входит и пение, слушание, движение под музыку, игра на детских музыкальных инструментах. Основное значение музыкально-дидактических игр – это формировать у детей музыкальные способности в доступной игровой форме, помочь им разобраться в соотношении звуков по высоте, по тембру, по динамике, развить у них чувство ритма, побуждать к самостоятельным действиям. Какие же бывают музыкально-дидактические игры? Всего существует 5 видов музыкально-дидактических игр. Первый вид – это игры, с помощью которых развивается звуковысотный слух. То есть в играх дети учатся определять звуки по высоте, высокие и низкие. И вот перед вами игры, которые именно на развитие звуковысотного слуха. Это качели, музыкальное лото, веселые гармошки, цирковые собачки, ступеньки. Второй вид – это игры, развивающие динамический слух. То есть дети учатся различать силу звучания, связывать динамику с настроением и характером музыкальных образов. Здесь нам помогут такие игры, как громко-тихо, кто самый внимательный, колобок и другие. Третий вид игр – это игры для развития тембрового слуха. Что такое тембр? Тембр – это окраска. Этим свойством обладает любой существующий в природе звук, в том числе и музыкальный. У колокольчика, например, один тембр, звонкий, у барабана совершенно другой, глухой. Все мы прекрасно понимаем, что дети любят узнавать и открывать для себя что-то новое и очень любят играть на музыкальных инструментах. И наша с вами задача – развивать у детей интерес к этой игре на музыкальных инструментах, воспитывать коммуникативные навыки, где дети совместно играют в оркестр друг с другом, с родителями, также воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Здесь можно использовать такие игры, как музыкальный инструмент, угадай, на чем играю, слушай внимательно и другие. Следующий вид – это игры, позволяющие развивать ритмическое чувство детей. Такие игры развивают чувство ритма, учат точно воспроизводить мелодию, ритмический рисунок песни или попевки. Здесь используются различные средства – ложки, кубики, палочки, погремушки, колокольчики, различные музыкальные ритмические молоточки. И пример таких игр – вот ритмическое лото, лесные гости, выполни задание, учитесь танцевать. И последний, пятый вид – это игры на развитие восприятия музыки. Они развивают воображение у ребенка и представление о характере музыки, что музыка бывает веселая или грустная, печальная или радостная. Ребенок учится слушать и, что немаловажно, слышать музыку, переживать и анализировать ее. И здесь помогут игры «Облачки настроения», «Ромашки настроения», «Три медведя», «Теремок». Вот мы сейчас с вами познакомились с видами музыкально-дидактических игр. Это на развитие звуковысотного слуха, динамического, тембра, чувства ритма и восприятия музыки. И сейчас я на примерах покажу, как можно развивать те или иные музыкальные способности и навыки у детей с помощью музыкально-дидактических игр. И вот первая игра, музыкально-дидактическая игра «Где мои детки?» Это игра на развитие звуковысотного слуха. Что для нее понадобится? Вот у меня тут вы видите картинки: утка, утята, курица, цыплята, гусь, гусята. Взрослый берет себе большие картинки мамы, например, утки, курицы и гуся, а у ребенка картинки с детенышами. И вот взрослый начинает рассказывать историю. В одном дворе жили курица с цыплятами, гусь с гусятами, утка с утятами. Однажды подул сильный ветер, пошел дождь, и все спрятались. Мамы птицы потеряли своих детей. И первой стала звать своих детей утка. Вы берете картинку утки, показываете ребенку и низким голосом пропеваете кря-кря-кря, кря-кря-кря. А ребенок должен найти детенышей мамутки и отозваться уже своим высоким голоском кря-кря-кря. С помощью этой игры ребенок понимает, что существуют низкие звуки и высокие звуки. Вместо этих картинок можно брать любые различные, например, животных: кошка, котята, собака, щенята, свинья, поросята и так далее. Следующую игру мы с вами разберем. Это игра, музыкально-дидактическая игра «Эхо». Эта игра развивает динамический слух. Вам понадобится картинка. Можете сами нарисовать, можете в интернете скачать. Сейчас большая возможность найти картинки. Вот у меня в лесу, можно там в горах, где угодно, лишь бы эхо, чтобы понимали, что можно эхо отобразить. Вот у меня картинка «Дети в лесу». И опять же, чтобы было детям интересно, начинайте рассказывать историю. Однажды ребята с мамой пошли в лес за ягодами. Ребята собирали ягодки в корзинке, а мама бродила тут же неподалеку, и поэтому было вовсе не страшно заблудиться в лесу. Так они ходили кустик за кустик, деревце за деревце, а когда остановились и оглядели, то мамы нигде не было. Тогда они громко закричали «Ау!», и вы громким голосом произносите, именно громким. И вдруг откуда-то издали, из глубины леса, послышалось тихо «Ау!». Это тоже вы должны показать голосом своим тихо. Будто передразнивал их кто-то вдали. И в ту же секунду из-за соседних кустов выбежала мама. «Что случилось?» – испуганно спросила она.
там в лесу кто-то дразнится. Мы кричим, и он тоже. Вот послушай. И ребята опять громко крикнули «Ау!» И тихо отозвалось и лесной дали «Ау!» Да ведь это эхо, сказала мама. И вот после этой истории вы можете предложить вашему малышу поиграть. Кто-то говорит громко, а кто-то отвечает тихо, как эхо. Также динамику можно развивать и в хлопках, например, особенно вот с маленькими детками. Взрослый громко хлопает в ладоши, а ребенок тихо должен ответить ему. С помощью этой игры дети понимают, что есть громкие и тихие звуки. Следующую игру, которую мы с вами разберем, это игра, музыкально-дидактическая игра «Угадай, на чем играю». Она на развитие тембрового слуха. В чем суть этой игры? Вы берете любые музыкальные инструменты, которые есть у вас дома. Колокольчик, детский металлофон, бубен, бубенцы, погремушки, ложки. Прячете их за ширму. Ну, ширму можно сделать из той же коробки, например, какой-то. И затем играете, чтобы ребенок не видел этих музыкальных инструментов. Затем играете на одном каком-то инструменте, а ребенок по слуху должен отгадать, какой инструмент прозвучал, и назвать. Здесь учатся ребята определять звучание разных инструментов и понимают, что звуки бывают разные. А в конце можно закрепить именно умение игры на музыкальных инструментах и создать свой семейный оркестр под какую-нибудь веселую народную музыку. На оркестр вы можете сами сделать музыкальные инструменты с разным тембром. Например, из-под киндер-сюрприза эти упаковочки заполнить разными группами, и вот вам уже типа погремушек или маракасов с разным тембром. Но в оркестре дети еще учатся и прислушиваться друг к другу, ждать друг друга, чтобы вовремя начать. То есть воспитываются еще коммуникативные навыки. Следующая игра у нас музыкально-дидактическая. Выполни задание, она на развитие чувства ритма. Понадобится картинка с любыми предметами, с животными, растениями, только чтобы они были разных предметов. Вот у меня, например, картинки с елочками и с самолетами. Большая, давайте по елочкам. Большая елочка – это длинный хлопок, а маленькая елочка – это короткий хлопок. И ребенок вместе со взрослым, глядя на картинку, но это уже более постаршим ребятам, прохлопывают ритм. Вот, например, что получается у нас с елочками. Или вот самолеты. Если без картинки, но не нашли вы никаких картинок, то можно предложить ребенку, например, повтори за мной, можно прохлопать, протопать, простучать кубиками или палочками, карандашиками. Для малышей более простой ритмичный рисунок, вот, например, ребенок повторяет. Для чего же, вот попробуйте с малышами, это, кстати, очень трудно, это нам кажется легко, прохлопать и повторить. Для ребят это очень сложно. Для чего необходимо чувство ритма? Во-первых, речь и пение станут более выразительными и управляемыми. Во-вторых, происходит уравновешивание всех движений при любых видах деятельности. Ребенок начинает лучше понимать и чувствовать свое тело, и по этой причине он будет меньше уставать. В-третьих, изменяется отношение ко времени, то есть на смену торопливости и суеты приходит оптимальная скорость реакции и действий. И в-четвертых, единственным отличием чувства ритма от прочих чувств является его тесная связь со слухом. По сути, ритм является составляющей слуховых ощущений,
По этой причине разнообразные упражнения, которые развивают чувство ритма, также помогают развивать чувство слуха. И еще одна игра у нас, это музыкально-дидактическая игра «Облачки настроения». Она на развитие восприятия музыки, музыкальной памяти, умение различать настроение и характер музыкальных произведений. Что вам понадобится для этой игры? Берете карточки, вот облачки у меня, с различным выражением оттенков настроения. Злость, грусть, радость, удивление, испуг, любое. И, соответственно, музыкальное произведение различного характера. У меня здесь 3 облачка. Это самое простое, оптимальное для детей помладше. Музыку можно подобрать любую. Или песенки, или какую-то классическую. Но классическая больше подойдет к ребятам уже постарше. Вот к этим 3 облачкам, например, веселое облачко, мы можем взять песенку, например, «Буратино», веселая песня. Грустному облачку возьмем песню «Чебурашка», «Я был когда-то странный». Ну и злая — это песенка, например, «Разбойников» из бременских музыкантов. Сначала вы прослушиваете эти песенки все вместе, все вот 3. Потом беседуете, даете характеристику каждому прослушанному отрывку произведений. А в дальнейшем даете ребенку прослушать одну какую-то песенку, ребенок слушает, называет, какое настроение, и выбирает нужную картинку. Вот вам я привела примеры, каждому по примеру на 5 видов. И хочу сказать, что во всех этих играх от родителей не требуется специальных знаний и умений. Главное — разделить с ребенком его чувства и впечатления, его увлеченность, стремление по-своему передать образ, импровизировать в пении, игре, танце, и чтобы дети с удовольствием пели, танцевали и играли в различные игры. Будьте рядом вместе с детьми. Я желаю вам интересных, веселых и познавательных игр с вашими детьми. Спасибо за внимание.